Внезапно. Оказывается, что ювелирно-гранильная отрасль республики держится лишь на одной компании. Хотя еще 20 лет назад их было 18. Пользуясь моментом, у меня вопрос к министру промышленности. Вообще, сколько на сегодняшний день алмазно-гранильных предприятий? Одна единственная компания – это компания «Кондрмет». Все? Все. Во всем мире нашу республику вообще ассоциируют с бриллиантами. Но парадокс в том, что якутский бриллиант – это бренд, который создается не у нас. Сырье добывается здесь, а его ценность прирастает в огранке где угодно. Только не в Якутии. Мы поставляем миру сырой алмаз, камень, и могли бы поставлять вообще готовую роскошь и рабочие места открывать. Могли бы, но нашим властям плевать на нашу алмазогранильную отрасль. Да как и на все остальные. Отсюда и парадокс. У нас есть алмазы, золото, нефть, но налоги и прибыль от них утекают в Москву. По нашим же улицам текут одни фекалии из-за бесконечно лопающихся труб, потому что в путинской России Саха – лишь сырьевая колония.